Dears, nice to see you. С вами рубрика Did you know? Мы будем говорить про притяжательный падеж существительных possessive case of nouns. Притяжательные местоимения используются в тех случаях, когда нужно указать на принадлежность предмета к какому-либо лицу. Они различаются по числам и лицам и всегда стоят перед существительным в качестве определения. С ними не употребляется артикль. Например, сумка Анны, то есть сумка принадлежит Ане, поэтому существительное Анна нужно поставить притяжательный падеж. Anna's bag. Притяжательный падеж одушевленных существительных в единственном числе образуется путем присоединения к существительному окончанию s, написанного через апостроф. Tom's friend – друг Тома. Sister's umbrella – зонтик сестры. Существительные во множественном числе, оканчивающиеся на s, образуют форму possessive case с прибавлением к окончанию только апострофа. The boys' toys – игрушки мальчиков. The pupils' copybooks – тетради учеников. Sylvia's party was marvelous. Вечеринка Сильвии была великолепна. This is my friend's house. Это дом моих друзей. Существительные, которые во множественном числе не оканчиваются на s, man, woman, children, mice, образуют форму притяжательного падежа, как и существительные в единственном числе. Men's, women's, children's, mice's. Our children's room is big. Комната наших детей большая. Когда два лица и более являются обладателем одного и того же предмета, окончание притяжательного падежа добавляется к последнему существительному. This is Peter and Mary's daughter. Это дочь Петра и Марии. Jack and Jill's house. Дом Джека и Джилл. Если речь идет о месте нахождения человека, she is at the baker's. Она в булочной. They are at Bob's house. Они у Боба. Thank you. Спасибо за внимание. До свидания. Goodbye.